концептуальный, принципиальный вопрос. Исходя из вашего доклада, я подчеркнул информацию, что вся система, энергосистема работала на полную мощность, да? И если бы не отдельные веерные отключения, то возможен был бы коллапс. По вашему мнению, вот в двух-трех словах, что нужно сделать, чтобы энергосистема у нас нормально заработала, да? Строить дополнительную генерацию. А для этого деньги нужны. Финансы, сколько сумма нужна для этого? Но это самый большой мегапроект, это где-то около 5-6 миллиардов, это Хамарат-1. Понятно. Но по сегодняшним меркам рынка, 1 мегаватт где-то 1 миллион долларов. У вас есть информация вот в разрезе стоимость электроэнергии стран Евразийского экономического союза? Барба? Айтпоинсч? Есть информация, самая дешевая электроэнергия в мире это в Кыргызстане. Ну то, что дешевое, мы как бы без вас знаем. В киловатт ханча, хандай, барба малматыңыз? Озвучьте, пожалуйста. Ну, Казахстан где-то 3-4 раза больше по соотношению с нами. Узбекистан где-то, по-моему, 6 раз. Подождите, уважаемый министр, мы находимся в публичном пространстве. Вы не последнее лицо в кабинете министра, вы министр. Вам необходимо оперировать точными данными, фактами. Потому что каждое вами сказанное слово будет тиражироваться в средствах массовой информации по всему миру. Если нету точной информации, вы скажите, что нету, позже предоставлю. Я пойму, перейду к другому вопросу. Барбутах? Я могу предоставить вам это по Да, цифрам? конечно, Прям, да. конечно. И вам на будущее. Публичное пространство – это наваляйлық. И так некоторые члены кабинета министров допускают оплошности. Башка сурай турган нерсем, как вы считаете, есть ли необходимость о том, чтобы поднимать тарифы? На сегодняшний день есть необходимость. Вот обычно политики избегают озвучивать непопулярное мнение, которое не приветствуется обществом и которое не принесет дополнительные голоса на выборах. Но некоторые мнения, я полагаю, что они реальные, но не популярные. Я с вами тоже солидарен. То, что я сейчас скажу, оно не популярно, но нужно повышать тарифы. Потому что та аппаратура, та система, которая работает со времен Советского Союза, она уже себя изжила. Это нормальный срок эксплуатации бюджета. И хотим мы того или не хотим, необходимо поднять. И сравнительно на постсоветском пространстве в Кыргызстане самая дешевая электроэнергия. Это не популярное мнение, но чиндыка жақын, да?